Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Николай Слепцов и Ольга Степанова. У микрофона редактор Саргалана Антонова. Настоящий патриот своей родины. Он вместе с коллегами добился установления районного коэффициента для жителей Крайнего Севера и соответствующего начисления к пенсии. По его инициативе развернулось активное строительство индивидуальных домов в селе Кюсюр и сектях Булунского района. Было введено в эксплуатацию мобильное жилье для оленеводов и рыбаков Булун-3 и Булун-4. В 1993 году он открыл самый короткий и самый ранний зимник из села Кюсюр в Тикси через горные перевалы, которые стали называть «дорогой жизни». Об этом и не только говорили вчера на торжественном собрании общественности республики, посвященном 75-летию депутата Верховного Совета ЯССР 12-го созыва, народного депутата Госсобрания Ил-Тумен, заслуженного работника народного хозяйства республики, почетного гражданина Булунского улуса Дмитрия Николаевича Горохова. Какой трудовой путь он прошел от учителя рисования до депутатского кресла. Как жизнь и работа на Севере повлияла на его законотворческую деятельность. И почему тема снежного десанта, дальних и сверхдальних походов так его привлекала. Ответить на эти и другие вопросы мы попросим сегодняшнего гостя нашей студии. Это глава муниципального образования Эспевский наслег Уселданского улуса Лена Михайловна Свешникова. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телеканале Саха-24 и на волнах Тетем Саха-радио. Это мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 и 32 1166. Ну что же, Лена Михайловна, давайте расскажем о торжественном собрании, кто принимал в нем участие, да, в какой форме вообще оно прошло. Так, вчера прошло торжественное собрание общественности под руководством и по инициативе Александра Николаевича Жиркова, нашего народного депутата, посвященное к 75-летию рождения Дмитрия Николаевича Горохова, нашего земляка. И там принимали очень много гостей. Собрание прошло на очень высоком уровне, и было очень там душевная, теплая атмосфера. И из руководства были Еремеев Алексей Ильич, спикер Ил-Тумен, Балапкина Ольга Валерьевна, и из министерств тоже были. Так, были также наши земляки, конечно, так, его сослуживцы, коллеги с 3-4 созывов Государственной Думы, ученики, которые с ним занимались лыжными переходами. Из Северо-Восточного университета тоже были те, которые прошли с ним лыжные переходы, и многие гости. Я думаю, в этот вечер говорили не только о его депутатской деятельности, но также как о человеке, как о художнике, как о увлеченном пешими переходами спортсмене. Я думаю, об этом мы сегодня тоже поговорим, да, во время нашего разговора, да. Я знаю, конечно, что вы являетесь землячкой Дмитрия Николаевича, поэтому знаете его и можете рассказать о некоторых вехах его жизнедеятельности. У него очень яркая, многогранная и интересная судьба. Да. Он родился 11 февраля 1948 году во втором Эспевском наслеге в селе Дыгдал, в семье колхозников. Семье колхозников, да, так говорится в биографии. После окончания Наяхинской школы в 1964 году он поступил в Якутское художественное училище и свою трудовую деятельность начал в 1968 году в селе Кюсюр Булунского района учителем черчения, ИЗО и физкультуры. И вчера его ученики говорили о том, что все были в него влюблены,
появился такой молодой, высокий, красивый учитель. И он не только внешне был красивый, но и внутренне был красив, и тем вот детей к себе вот Привлекал. привлекал. Хорошо. Далее, как развивалась его судьба? И вот он после вот школы работал директором Дома культуры в селе Кусюр, потом охотоведом охотнадзора Северного отряда Тиксинский, так, потом председателем профсоюзного комитета совхоза Булунский, председателем Булунского сельского совета народных депутатов, главой администрации Булунского наслега, далее вот главным государственным инспектором охраны природы Государственного природного заповедника Усть-Ленский. Вот. И вот на ниве вот работы государственным инспектором вчера вот говорили тоже, что он добился и внес большой вклад в получение статуса биосферного заповедника, вот этого заповедника Усть-Ленского. Вот. Хорошо. Дальше, как вот он пришел к депутатскому креслу? Ну, видимо, его избрали депутатом Верховного Совета Якутской ССР 12-го созыва, да, и потом далее он избирался тоже депутатом 3-го и 4-го созывов Государственного собрания Иль-Тюмень. Хорошо, мы обязательно поговорим вот о его депутатской деятельности, но в этот же вечер, то есть вчера, да, прошла презентация книги, изданной Государственным собранием, которая называется «Дальние и сверхдальние лыжные переходы в Якутии». Она была создана под редакцией первого заместителя председателя Госсобрания Александра Жиркова. Вообще, какое отношение имел Дмитрий Николаевич вот к этой теме? Вот из биографии я читала, что он 40 лет занимался марафонами и сверхмарафонами. Был инициатором соревнований по бегу в 40-градусные морозы, возглавлял вот такие вот пешие лыжные дальние и сверхдальние переходы. И являлся вот заслуженным, то есть ветераном спорта РСФСР. И получал очень много наград тоже вот по этим марафонам, по бегу, оказывается. Почтить память Дмитрия Николаевича. Я знаю, что пришли ветераны снежного десанта Северо-Восточного федерального университета Юргель, ну и также представители молодого поколения, да, то есть те, кто является продолжателем вот этой очень интересной традиции дальних и сверхдальних переходов. Да. Есть его ученики, которые занимались вместе с ним, да? Расскажите об этом. Вот вчера они выступали на вечере. Ну да, вот вчера выступал председатель Булунского районного совета депутатов Шахурдин. И вот рассказал, как вот он появился в школе, как он, да, с ними занимался и так далее. Вот. И по истечению вот, они сами стали взрослыми людьми, и всю жизнь вот с ними он держал связь, и с ними же ходил на вот эти лыжные переходы. Хорошо. И на вечере памяти работала выставка, посвященная Дмитрию Николаевичу. Расскажите, пожалуйста, вот что здесь можно было увидеть? Какие экспонаты были представлены? Так, ну вот именно вот по лыжным переходам стенд был, да. Также мы тоже вот принесли планшеты, посвященные вот Дмитрию Николаевичу, и то, что вот он с нами же, он тоже вот с земляками, как вот представитель землячества, а потом последние годы он был руководителем вот этого землячества нашего Эспехтемсю, и он присутствовал, потом помогал на разных наших юбилейных мероприятиях, и вот фотографии и так далее мы выставили. Потом еще в его отчим доме родственники нашли старые картины, которые он нарисовал, будучи студентом Якутского художественного училища. Ну, видимо, ученические работы, и мы отобрали некоторые хорошие и выставили тоже. И вот и
Там тоже были вот Сильтюмен, тоже выставка, которая вот рассказывала о его работе, будучи депутатом. Что интересно, Дмитрий Николаевич считал родными сразу два улуса. Это Усть-Алтанский, где он родился, и Булунский, где он жил и работал. Да. Ну, в Булунском районе он работал более 35 лет. И вся его молодые годы, да, и супруга тоже вот из села Кюсюр. И как бы это Булунский район стал его вторым родным улусом. Ну и он свой родной улус не забывал. Постоянно вот, если имелась возможность, приезжал, да, к нам. Обязательно, если приезжал, ночевал в отчим доме. Так. Ну и вот так. Хорошо. Вот Булунский улус, да, мы в самом начале нашей передачи сказали, что были построены по его инициативе домики, да, для рыбаков и так далее. Вчера вот были представители Булунского улуса, что они рассказывали о нем? Вот именно вот про эти домики говорили, что до сих пор пользуются, эти домики актуальность свою не потеряли. Сейчас, говорят, век нанотехнологий, все равно лучше вот этих домов еще не придумано. Ну, нет, наверное, на Земле человека, который не знал бы простой истины, что природа – наш родной дом. И я знаю, что Дмитрий Николаевич в свое время работал еще и государственным инспектором охраны природы заповедника Усть-Ленский и получил золотой знак Министерства охраны природы за особый вклад в живую природу Якутии, а также признание Всемирного фонда дикой природы. Это, получается, еще одна сторона его личности. Человек, который любил природу, который сделал все для того, чтобы ее защитить. Да. Его отчим Егоров Иван Иванович был лесником. Вот точно вот, видимо, вот в деревне же так говорят, лесник. Да. Наверное, по-другому называлась вот эта его профессия, но вот потом он еще сам писал свои автобиографии, что вот после потери отца его воспитывал дед, да, и он его с собой таскал на вот эту рыбалку, в лес, да, везде вот он приучил его к труду и вот любви к природе. Ну, и здесь, наверное, можно увидеть взаимосвязь, общение человека с природой, его любовь как раз-таки вот к дальним и сверхдальним пеше-лыжным переходам. Хорошо. Дмитрий Николаевич, кроме активной депутатской деятельности, вел и творческую работу. И я знаю, что он явился автором и скульптором создания нескольких памятников и даже символики улуса. Да? Вот что вы нам об этом можете рассказать? Так, он поставил в селах Кюсюр и Сиктях Булунского улуса памятники чорапчинским переселенцам, во-первых, потом участникам Великой Отечественной войны 7 братьям Румянцевым. Вот из одной семьи 7 братьев было призвано на войну в селе Дыгдал Усть-Алтанского района в 2011 году. Вот он как бы сам проявил инициативу и чтобы поставить там памятник. И, наверное, вот это его порыв и инициатива была поддержана, да, на самом высоком уровне. И даже вот при поддержке нашего президента тогдашнего Егора Афанасьевича Борисова, да, были вот такие вот десанты на Алас, на родной Алас, вот этих братьев Румянцевых и так далее. И открытие было вот, и судя по фотографиям тогдашним, да, в 2011 году было видно, что на самом высоком уровне 3 депутата Горохов, Журков, Уаров приезжали, и земляки, и потомки вот этих 7 братьев Румянцевых на очень высоком уровне, торжественном уровне вот открыли вот этот памятник. Вот, и он еще вот автор символики Булунского района, и автор почетных знаков Булунского района, и вот автор символика Аспёхского наследия. И вот буквально месяц назад
перед его днем рождения нам сказали, что символика наконец-то вот прошла проверку, и мы должны будем получить вот сертификат о том, что он зарегистрирован. Хорошо. Кроме этого, Дмитрий Николаевич известен в республике как легендарный спортсмен, экстремал, факелоносец. Его мы видели на играх Манчары, на международных спортивных играх «Дети Азии» и так далее. Получается, вот что еще одна сторона личности Дмитрия Николаевича. Да? Он был активным сторонником ЗОЖ. Да. Там еще сказано, что он более 15 раз... или 15 раз вот участвовал в марафонах вот этих факелоносцев, спортивных народных игр, спортивных игр народов Якутии. Вот. И тоже вот в прошлом году же у нас вот в районе проходили вот такие же игры, да, и к нам вот в село тоже вот эстафета огня была, да. Если бы, наверное, был бы жив Дмитрий Николаевич, тоже вот в этой эстафете он принимал бы участие. Я так думаю. Что вы можете сказать о Дмитрии Николаевиче как о человеке? Вообще, каким было его общение с людьми? Вот Дмитрий Николаевич был очень таким простым в общении. У него вот я вот только потом, когда вот я уже работаю, да, и по работе вот читаю, и какие он посты занимал и так далее. Вот этого не было у него. А он был со стариком, с ребенком, с детьми, с ребенком, да. Вот как сахалыт или как говорят. Очень простой в общении, всегда веселый, жизнерадостный. Последние годы он работал исполнительным директором Совета муниципальных образований, да, и тоже по роду службы я к нему дом правительства номер 2 в кабинет по приезду в город обязательно заходила. Многие сами несли, с ним. Многие сами несли меня туда. Если он даже вот в кабинете его всегда были люди. Говорит, садись. Вот. И мы вот сидели и ждали, когда он вот этот... И все это очень проходило вот очень такой обстановке простой и дружелюбной общение. Я знаю, что он был еще и другом вашего отца. Да, с детства дружили. Мы вот... Получается, вы его видели еще ребенком, да? Да. Видела ребенком в подростковом возрасте, вот когда он был народным депутатом, по телевизору же вот эти собрания Государственной Думы показывали, и он такой там восседал, такой красивый, седовласый. Вот с детства у меня вот такое вот впечатление осталось. Что отец говорил о нем? Ну, мой отец скромный человек, он так по-дружески с ним всегда вот общался, всегда обязательно, когда приезжал, он к нам заходил. Ну вот отношение, например, к вам лично. Вы же тогда, наверное, интересовались, гость приехал, обязательно прибегали, смотрели. Ну, как ребенку, наверное, даже не свысока, вот как этот. Ну, первое вот очень близкое вот общение на самом деле вот было, когда я собиралась выставить свою кандидатуру на должность главы Аспелского наслега, и наши земляки организовали встречу здесь с землячеством, и тогда вот Дмитрий Николаевич Горохов спросил меня, а какой закон про местное самоуправление есть у нас в республике. Вот про это спросил. Я это запомнила. Ответили? Да. Хорошо. 31-й. Ладно. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И сегодня мы говорим о народном депутате Дмитрии Николаевиче Горохове и о торжественном собрании общественности, которое прошло вчера в Государственном собрании Илтумен Республики Саха, Якутия. Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о вечере памяти, который прошел вчера в стенах Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Он был посвящен Дмитрию Николаевичу Горохову, народному депутату, который внес значительный вклад в развитие государственности Якутии, создание законодательной базы и области местного самоуправления. И у нас в гостях землячка депутата, глава муниципального образования Эспёхский наслег Уселданского улуса Лена Михайловна Свешникова. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Лена Михайловна, вот какие качества его характера, на ваш взгляд, помогали Дмитрию Николаевичу быть вот таким разносторонним, работоспособным? Ну, когда мы вот отбирали картины, да, к выставке ученические, там мне помогала тоже учитель из очерчения местной школы Анна Гоголева. Она говорит, вот его мазки были вот такие уверенные, все вот картины вот в таком стиле написанные. И, видимо, вот она сказала, что это и есть его характер. Такие уверенность, чувствуется сила. И вот, ну... Динамизм. Да, динамизм. Всегда вот в деле, движении. И, ну, он сам по себе вот такой веселый, жизнерадостный был человек. И я знаю, что вот вы вспомнили как раз-таки подробности одного из переходов. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну вот, к 60-летию комсомола в 1981 году под его руководством первый легендарный пеший лыжный переход был, и они прошли 1920 километров, и из Якутска до Тикси, да, и был проделан на самом деле большой крюк, чтобы посетить 3 наших наслега Уселданского района, да, могли бы сразу вот из Якутска по реке Лени пройти, но они проделали такой крюк, и вот я училась в 1 классе, сидела, уроки читала, и периодичностью там несколько минут проходили лыжники. Я вот так сидела, наблюдала, но нам никто не говорил, что, оказывается, старшеклассники и взрослое население встречались с ними, вот этими лыжниками в местном клубе, а нам не сказали. Вот и до сих пор, вот почему нас не позвали. Это могло бы быть для нас вот таким событием в жизни вот деревенских школьников. Да? Мы бы вспоминали об этом сейчас. И они показали бы вам пример, да? Да. Хорошо. Вот мы как раз-таки говорим о сверхдальних пешелыжных походах. Я знаю, что Дмитрий Николаевич занимался ими практически 40 лет, и к 75-летию Победы он стал руководителем десанта по маршруту Кюсюр-Нюрба. Вот. Ну и о презентации вот этой книги наши коллеги, журналисты подготовили небольшой сюжет. Давайте его посмотрим. Книга называется «Дальние и сверхдальние лыжные переходы в Якутии». Мне очень отрадно осознавать, что книга посвящена памяти моего отца Дмитрия Николаевича Горохова. То, что все его инициативы, начинания, достижения изложены в этой книге. И, прочитавший эту книгу, сможет понять историю, вообще становление и развитие пеших лыжных переходов в Якутии. В книге особенно меня тронула история Семена Ивановича Чульского. Это человек, который с целью вступить в советские ряды армии прошел дальний путь по маршруту село Кюсюр, город Нюрба, на лыжах в северные морозы в начале 1942 года. Тогда была бронь для северян. Ему не давали возможности идти на передовую, на фронт. Он много писал, вот, военкомат, там и руководству республики, чтобы ему разрешили пойти на фронт. И когда он получил согласие, они со своим другом
отправились вот уже 1 января в самую зимнюю стужу пешком, со своим вот этим скудным таким питанием, одеждой. Отправились вот далекий путь. 1800 где-то километров. Семен Иванович от Жиганска уже пошел один, потому что его друг остался в Жиганске, отказался и дальше идти. И он, несмотря на это, вот упорно дошел до Нюрбы. И там он получил благословение своих родителей, они тогда были живы, и получил разрешение, и уже из военкомата отправился на фронт. Воевал на Украине, был партизанил, так, был в плену, бежал, вот, и такой вот неординарный человек. Также в книге очень много рассказано историй, очерков, воспоминаний про начало лыжных переходов, начиная с 1930-х годов до наших времен. Вот я помню именно вот лыжный переход, который, кстати, вот отражен в этой книге. Это в 2020 году, в начале 2020 года, поход, пешелыжный поход именно по пути вот Семена Ивановича Сюльского, село Кюсюр, город Нюрба, в 2020 году, в честь также 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он, конечно же, очень скрупулезно относился. Вообще он человек такой, если он ставит себе цель, то он обязательно его должен достичь. И достичь не просто так, абы как, а все-таки качественно. Он подбирал и инвентарь, то есть какие-то технические характеристики смотрел. То есть, да, ну, я думаю, он бы не пошел бы в поход такой дальний, да, на таком расстоянии с людьми, в которых он не был бы уверен. Ну, он много рассказывал о лыжных переходах. Вот, это и на Булунском улусе очень развито, вот, после войны. И когда вот, к 75-летию Победы стал высказывать идею повторить путь моего однофамильца, он думал, что это мой родственник, Сюльского Семена Ивановича. После этого он уже начал непосредственно подготовку к этому переходу лыжному, сверхдальнему переходу. Но он до этого уже организовывал в Тикси такие переходы. Из Кюсюра до Тикси, там, до Быков-мыса, до Жиганска. Вот поэтому у него опыт очень большой в этом плане. Вот он и в этот раз тоже, он, конечно, с большим энтузиазмом взялся за это дело. Ну, уже он в годах был, 72 года ему Александр Николаевич поддержал и вот нам поручил, чтобы мы организовать вот этот переход. Ну, состав сам набирал в Кюсюре. Вот его друзья, там и молодые были, которые тоже имели опыт таких переходов. Вот. Ну, конечно же, мы привлекли Министерство предпринимательства, Министерство физической культуры и спорта. Это событие стало одним из таких значимых мероприятий юбилейного вот этого года, 75-летию Великой Победы. Благодаря всем помощи, всем, кто подключился, Александр Николаевич, там и спонсоры, вот, и мы их экипировали, снарядили вот этими лыжами и так далее, всем необходимым. И вот они стартовали с поселка Кюсюр. Их благословил глава Булунского наследия Чемезов Николай Николаевич. И они вот отправились вот в такой дальний путь. Конечно, было трудно, мы уверены в этом, но мы с ними созванивались, вот, где была связь. И всегда он таким бодрым голосом говорил: все у нас нормально, не беспокойтесь. Вот. И вот таким образом они через Жиганский улус, через Верхневилюйский, Вилюйский улус достигли Нюрбы. На границе Нюрбы и Верхневилюйска их встретили делегация района. Там присутствовал первый заместитель главы Яковлев и еще председатель улусного собрания Сергей Евсеев. Вот, и хлебом, солью они встретили. На протяжении всего пути, где они бывали, они посещали
памятные мемориалы, установленные в честь героев Великой Отечественной войны. Вот, встречались с ветеранами. СТПТ палочканы тракурдук. Юхавлю райсоветин представителя Николай Николаевич Николаев. Он набира для хайдах сыды хоту бхайбая фотограф, корреспондент. Тут тарбыттыра. Жон тонла бу нюрба барын электригер бейіне көрсен тестен. Уридалай қаллан улатныры тәқі бұл бәға бетак бітеттен кәлді бит. Лыжные вот такие переходы – это необычное явление. Не только в России, но и даже вот в мире. Такого вот нету, чтобы тысячами километров ходили вот зимнюю стужу под 40-50 градусов, вот, начиная вот с 30-х годов, когда курсанты военной школы, нашей якутской военной школы, ходили вот пешком на лыжах до Хабаровска, до Иркутска. Вот, и вот они стали зачинателями. И благодаря этому, вот, подхватив вот эту инициативу в наших улусах, вот отдаленных, особенно это Тикси, Верхоянский улус и других улусах, вот, проводились вот такие дальние переходы. Туох устуктар көрүстү өттү кайда. Ата устуктар ден бияка булуң улугар баалар тояка нотуал. Бастан таллахыр бургала булуң ден мәнат либет билатик сиден. Ол көдүк бихем коловер текстеден ден сирге кадер битер. Котуттан секунда 20 метр лакты отян. Эме сопута тогдан баран беге сопута денте саскал бинегенден бурга болор, конечно, кейін сотар. Ата бу олар айылга олар барыти тылыку тумны аспыт билер олар. Ну, Дмитрий Николаевич Горохов – это такой уникальный человек. Он хороший спортсмен, общественник, политический деятель. Вот, во всех этих ипостасях он достиг, можно сказать, совершенства. Он человек такой очень открытый, душевный, вот, никогда не обидит грубым словом. Он очень такой вот открытый, душевный человек. В нашей семье отец для нас был авторитетом, и мы всегда ставили его в пример. Ставим и будем ставить в пример, да. Думаю, что и моим братьям, сестре, и во мне, и даже к своим внукам он привил все-таки чувство главной ответственности, да, за свои деяния, также чувство быть добрым к себе и к окружающим, вот, как мне кажется. И уважать свою родину. Это самое главное. Как бы все он делал во благо родной земли. Лена Михайловна, то, что вечер памяти Дмитрия Николаевича Горохова совпал с датой проведения второго съезда депутатов представительных органов муниципальных образований, конечно же, имеет огромное значение. Ведь он долгое время возглавлял комитет госсобрания по вопросам как раз-таки местного самоуправления и разрабатывал законы именно для него. Вот можете перечислить хотя бы кратко, да, какая работа была проделана им в тот период? Хорошо. Он, конечно, вот как председатель, руководитель вот этого комитета, да, ввел очень много законов про местное самоуправление. И в 2004 году, вот, когда вот, была сделана вся законодательная база, были наделены статусом, и вот эти действующие ныне муниципальные образования, установлены их границы. И всего было таких муниципальных образований 446. И после этого, конечно, он внес большой вклад в проведение выборов в представительные органы поселений, глав вот этих вновь образованных муниципальных образований. Потом еще вот всего парламентом республики было принято более 200 законов в сфере местного самоуправления.
И его постоянным комитетом вот, по вопросам местного самоуправления, возглавляемым Дмитрием Николаевичем, было подготовлено и направлено на рассмотрение парламента 390 нормативных правовых актов, и он сам выступил инициатором 102 законов Республики Саха вот во время работы в 3-м и 4-м созывах. Ну и, конечно, хотелось бы услышать ваше мнение вообще, как прошел съезд, насколько продуктивно работали главы, представители, депутаты. Ну, съезд для глав нашего района прошел очень продуктивно. Администрация нашего УЛУСа во главе Алексеем Васильевичем Федотовым очень постаралась, чтобы мы встретились вот, с руководителями министерств. Например, мы встречались с руководством ГУП ЖКХ «Арсия». Этот год в нашем УЛУСе называется год развития инфраструктуры УЛУСа, да, и мы именно вот по подключению частного сектора, по строительству котельных встретились с руководством ГУП ЖКХ «Арсия». Потом у нас были встречи с руководством Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия, да, с руководством Министерства связи и инноваций Республики Саха-Якутия, с руководством Министерства строительства. И, конечно, каждый наслег задавали, вот мы, главы, задавали вопросы на наши проблемы и получали ответы. Ну и в завершении нашего разговора я слышала, что вчера на торжественном мероприятии прозвучало предложение снять даже фильм о Дмитрии Николаевиче Горохове. Художественный фильм про Дмитрия Николаевича Федотова вот предложили снять, потому что вот он разносторонний человек, и этот фильм был бы, вот, конечно, для нас вот тех, кто остался, да, очень интересным. А на самом деле вот мы в нашем наследии сняли свой документальный фильм, он в YouTube есть, и вот каждый, кто его помнит, и так далее, вот мы дали интервью, рассказали о нем. Хорошо. Ну что же, я благодарю вас, Лена Михайловна, за очень интересный и познавательный для всех нас разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня», и сегодня мы говорили о народном депутате Дмитрии Николаевиче Горохове. Программу подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам доброго. До свидания.